Снег на крышах лежит, словно мех на плечах. Лед сверкает на солнце, как обломки звезды. Но тепло наших глаз не зависит от ЭЦ-мы, механизм, которому запчастей нет. Мы механизм, которому запчастей нет. Ну, начнем с главного. Как здоровье, как вы поживаете там? Ну, обычно говорят спасибо, держимся. Ну, вот примерно так, а я обычно отвечаю потихоньку, вроде, живой и ладно. Ну, просто мне говорят, слухи дошли, но это, скорее всего, через Андрея, то, что со здоровьем там есть с давлением какие-то сложности, и вот... Ну, сегодня вот конкретно, вот от погоды, вот еще что, с утра, так сказать, глаза выпученные, вот, ну, уже такое состояние, как будто контуженный. Ну, это когда давление подскакивает вдруг, неожиданно по какой-то причине, вот такое состояние. Ну, бывает, что поделать, бывает. Я и Андрею говорил еще даже, и до Андрея еще в отряде, что у меня бывают дни, когда, так сказать, меня вышибают из колеи. Ну, бывает, вот, может быть, сегодня, ну, бодрости духа мы же не теряем, живы, и ладно, и все хорошо. Хорошо, да, это радостно слышать, главное, как бы. А я видел, Андрей, ты был сейчас в Тюмени, у вас ролик вот последний только что вышел. Он к вам в гости заезжал, получается. Ну да, он за книгами заезжал, потом посох привез, который я приготовил еще на трассе, там, из елки, выкапывал ее, там, лаком покрыл, отшлифовал, там, бубенчики навесил. В общем, такой посох, наверное, ни у одного Деда Мороза в России, я думаю, такого посоха нет. Интересно, понятно, точно. Я думаю, шаманский посох, а это для Деда Мороза еще. Это специальный такой шаманско-Деда Морозовский посох получается. Да, ну это же из одной, как говорится, сказочной истории все эти посохи. Ну вот у меня, ну и символ это, ну короче, Андрей приготовил такой. Он вообще любит по дереву что-то такое и выжигать там еще на нем. А вот он мне такой привез. Вот с этим он приезжал. Ну так поговорить, как обычно. Ну, понятно. Так, ну, сейчас чуть-чуть о прошлом еще такой вопрос задам. Ну, вас, в принципе, узнают, я думаю, вас все равно на улице все, уже, и, в принципе, это понятно, уже известная личность стали. А есть какая-то, после похода, вы, вот кроме Андрея, еще общаетесь с кем-то, чаще, ну, из отряда вообще, с кем-то поддерживаете связь? И Игорь Коношанов там, например, вот, его не слышно. Изредка. С Айхалом. Ну, редко, правда, очень редко. С Игорем Коношановым. Был у нас еще в отряде Ефремович, тоже редко, но мы письма шлем. И с Ангелом. Вот. С этими людьми, можно сказать, я все-таки общаюсь. Ангел на связи, да, появляется там? То есть он сейчас, сейчас не секрет, где он вообще находится-то? Ну, я не знаю, секрет это или не секрет, но вообще он находится на севере России. По-моему, в данный момент на Белом море. Понятно, замечательно. Ну, просто... естественно, я еще с самим Сашей изредка на связи. Ну, он набирает, ну, сейчас уже там ему помогают набрать. Вот. Тем не менее, контакт поддерживается. Какой-никакой, но это все же контакт. Вот некоторые ребята просто присылают, допустим, Витя Эльф, иногда письмо пришлет. Иногда Людмила из Иркутска. Ну, я имею в виду с кем я непосредственно шел, то есть кто был на трассе. Ну да. Вот, да, я так и имел в виду, да. Понятное дело, что помимо этих людей еще целая куча знакомств разных там, да. Много. Но вот с кем я шел на трассе, это вот я их назвал. А там понятно, там и ШИЭС, и не ШИЭС, и ну, все да. города. Да, я понял. ШИЭС, я все его еще называю ШИЭС. Меня раз в 25 поправили, что это ШИЭС. А я иногда все же ошибаюсь и говорю ШИЭС. Ну, бывает. А я тоже то так говорю, я даже и не особо и не знал, как правильно. А по поводу книжки? Нет, там поправят любого. Раньше было так. Кто ошибется, ему сразу. Не ШИЭС, а ШИЭС. Хорошо, буду знать теперь.
Вот. А как с книжками-то дела? Я не знаю, насколько это этичный вопрос или нет, по поводу, ну, как это же денег стоило их сделать, чтобы, и как людям вы отсылаете их, вам, ну, лучше же материальную помощь, как бы я считаю, какую-то взамен, то есть покупать их именно, а не просто так бесплатно, или как, вот, ну, в двух словах, как можете, расскажите тут. Ну, тут, наверное, не в двух, чуть побольше получится. Ну, давайте, я да. действительно их просто-напросто, я взял кредит. Поскольку я с издательскими делами давно связан, я знаю, что это стоит приличную сумму. Даже 100 экземпляров издать, это стоит, ну, как прилично. Для кого прилично, для кого нет. Конкретно 80 тысяч это стоит, чтобы издать 100 экземпляров. Издавал я в Тюмени, потому что я хотел, чтобы редактор был местный, чтобы мы были на связи, чтобы я в любой момент мог прочитать и посмотреть, и проконтролировать каждую страницу, как идет работа, начиная от дизайна и заканчивая какими-то поправочками в последний момент, чтобы все это было оперативно и быстро. Поэтому я издавал в Тюмени. Ну, все хорошо, все издали. Ну, как говорится, могло быть хуже, но все издали. Все получилось. Книг было всего 100. Теперь осталось, ну, не знаю, я вот не считал, там они в коробке лежат. Но мне кажется, 35 книг примерно осталось. Поэтому... Виктор Алексеевич, а можно вот, ну, такой вопрос, как бы, вот, чтобы, так сказать, чтобы не обидеть Деда Мороза, вот минимальная цена какая, вот, то есть людям, чтобы знать, вот, чтобы прямо, чтобы и им не накладно было, и вы не были в минусе, вот. Я всем по электронной почте пишу, кто ко мне обращается, такие обращались, когда их было еще сравнительно много, что книга стоит 1250 рублей каждая, потому что около 200 рублей доставка, себестоимость каждой книги 750 рублей. Да, понял. Вот, поэтому я говорю, что 1250, плюс надо таскаться, плюс надо покупать пакеты, каждый пакет там 26, что ли, рублей стоит и так далее. Вот, а 1250 рублей с учетом процентов по кредиту, ну, это реальная, скажем так, бизнес-программа, чтобы этот кредит отдать. Вот в данный момент я близок к тому, чтобы рассчитаться с банком. Близок. Ну, не рассчитался еще. Поэтому говорить гоп не буду. Еще не рассчитался. Но все же люди, которые заказывали книгу, они дисциплинированно переводили деньги, и у меня была возможность уже, как говорится, тихонечко кредит гасить. Ну, готовить, по крайней мере, сумму. Ну, вот такая ситуация. Я теперь понял, вот теперь с книгой, с кредитом, с книгой, с этими походами на почту, с этими переводами, с уведомлениями, вот уже сейчас, допустим, женщина послала через Приватбанк деньги, а уведомления нет уже 2 недели, что деньги пришли. Я ей книгу вышлю. Ну вот нет уведомлений. Куда она делась, неизвестно, так сказать, но я его найти не могу, что деньги на счет не попадали. Это одна. И я пришел к выводу, что я уже участвовать в сборе, в каком-то еще не буду. Вот когда в походе, там все понятно, для чего деньги. Там надо есть, одеваться, передвигаться, иногда мыться в гостинице, отдыхать и так далее. Там все понятно, на что деньги. Там можно отчитаться. А когда создается фонд какой-либо, возникает вопрос, так сказать, а здесь куда, а на что и так далее, и так далее. И я вот этим заниматься сам не хочу. Ну вот одна из целей у меня. Кто занимается, Никита, кто занимается, он должен учитывать, вот допустим, это к тебе относится, он должен учитывать, как воспринимает это, допустим, Александр, как он это воспринимает. А он к деньгам все время относился так, что типа, ребята, никогда мне не спрашивайте про деньги. И вообще, так сказать, я к ним никакого отношения иметь не хочу. Ну да. Вот у него такая была позиция. И поэтому кто сейчас какой-либо создает фонд, допустим, поддержки, он всю ответственность теперь должен на себя принимать. Ну, вот я так и решил. Да, я так и сказал, что ответственный один человек, только я. То есть доверяете вы мне, давайте, не доверяете, не давайте. Вся ответственность за эти деньги будет на тебе, раз ты собираешь. А это я по себе знаю, так сказать, поскольку вот уже использовались мои карточки в отряде, и вот Волк, когда шел, моя карточка использовалась. Ну, во-первых, эти карточки блокировали постоянно, что меня уже, так сказать, вносило разлад в мою душу, когда у тебя карточку блокируют вместе с другими карточками попутно, и ты оказываешься без пенсии, без всего вдруг. Ну вот. Я даже...
Я даже специально спрашивал в банке, что если будут приходить несколько поступлений подряд, например, заблокируют или нет. Обещали, что не будут блокировать, но не знаю, как бы. Вот. Там разные причины, почему. У них есть такая формулировка, например, по инициативе банка. И все. И тебе больше никто ничего не объясняет. По инициативе банка. И Да. все. И никаких объяснений. Я не говорю, что они забирают деньги к себе. Нет, они их выдадут потом, когда ты приходишь, тебе дадут распечатку и все дадут. Ну, Понятно. почему они заблокируют, тебе не скажут. Как мне дважды не говорят. Дважды сказали, а вот кто-то позвонил, там сказал, что вот мошенники, то все. Мы заблокируем. Дважды объясняли. А дважды без объяснения причин. Ну, я еще хочу подчеркнуть, Никита. Да. Знаешь, деньги, это они как будто притягивают подозрения, злые умыслы, злые мысли, зависть. То есть вот много нехороших Есть человеческих, такое. вот, психологических вот таких моментов. Деньги всегда, вокруг денег это как бы все увеличивается, распухает. И поэтому вот если я, допустим, как только где-то какие-то деньги, так сказать, я начинаю понимать шамана Александра Габышева. Я начинаю понимать, почему он не хотел, даже в руки их не Ну хотел да, брать. я Сразу понимаю просил тоже, да, передавать. я согласен полностью. Но мне-то проще, потому что я, Никита, пенсионер, и у меня есть какой-то устойчивый каждый месяц моя пенсия. Это во-первых. Вот. Во-вторых, ну все же я, как говорится, в одном городе прожил всю свою жизнь. Меня знают люди здесь, в этом городе. И когда возникает какая-то вот такая, ну, действительно реальная нужда, но мне почему-то кажется, что здесь тоже как бы фонда нет, но люди помогут. Ну, голодать не Ну, оставят, как да, бы, я понял. Ну, Да. вот такое вот, да. Ладно. Вот так все хорошо. Вот. Ну и кроме что-то так с денежной темы как-нибудь надо отойти. Сейчас спрошу еще, посмотрю, что тут я хотел спросить. Ну вот эти мои мысли по поводу того, что тоже, я не знаю, слышали вы нет, так как отряд, когда остановили и не дали идти, это во-первых, да, во-вторых, Александра посадили в психиатрическую лечебницу, когда он просто даже уже никуда не шел, а просто общался. То есть по факту людям вот около шамана запретили общаться, нам общение запретили, вот виртуальное, да, по интернету. Таким образом ограничив. Вот. Ну, я считаю, что как бы хочу все-таки, чтобы не угасала эта тема, и хочу поддерживать вот это именно виртуальное такое онлайн-общение по тому же Ютубу, делать ролики, чтобы... Поэтому все время так и призываю людей к созданию каналов своих, роликов. Как Дима Баиров тоже вот постоянно говорит. Вы один из тех, кто поддерживает эту идею, вы постоянно выкладываете какие-то ролики. Вот. Ну, хотелось бы побольше. Я, знаешь, что, Никит, хочу подчеркнуть. Вот чем отличался, допустим, Александр Габышев от других лидеров общества, общественных движений, организаций политических, общественных. Они все в Москве. Практически все лидеры, кто на слуху, кто руководит партиями, кто руководит какими-то вот главными каналами, начиная от Невзорова, Навального и так далее, так сказать, Платошкина, Грудинина там, ну и так далее. Кто руководит чем-то, они все, я имею в виду лидеры общественного мнения, они все находятся в Москве. И единственный человек из тех, которого, пожалуй, так широко узнала Россия, он находился в глубочайшей там где-то за Читой, в глубинке и вообще. Мало того, он еще и оказался представителем национальности довольно небольшого народа. И еще и, скажем, по профессии, по своему жизненному вот пути, ну, простее некуда уже. Сварщик, там, сторож, там, и все такое. Да? Вот. Это было уникально. И люди, когда его находили в Ютубе, они вот потянулись еще и, может быть, вот по этой причине, что общение с человеком из глубинки, это был первый случай, когда из глубинки выходит на общероссийскую, скажем, такую арену информации, на трибуну. Да, так он действительно на трибуну и вышел в Чите, и на трибуны говорил. Ну да. Вот, поэтому сейчас, когда, ну, сейчас Новый год будет, потом весна, и наступает этот самый 21 год, все равно у всех, кто наблюдал так или иначе за движением шамана,
у всех все равно в голове будет вертеться вопрос, а что он, а как он, так сказать. Понятно, что он что-то говорил недавно, понятно, что он что-то объяснял, почему он как бы уходит из этой, как он назвал, выдуманной сказки. Но народ не Почему он- отпускают так быстро. Народ-то все Да. равно помнит. Да, а народ-то, он как бы все равно, ну как, ну, понимая кое-что, как говорится, народ думает, ну-ка, подожди, весной надо посмотреть, как он, что он будет говорить весной, и что другие будут говорить, и что вообще происходит в России после, скажем, Хабаровска и так далее. Люди интересуются уже далекой глубинкой, а может там что-то будет интересное, новое, может в другом городе, вот на севере, в Шиисе там не вылилось политическое движение, но там было общественное довольно активное движение. Вот, что там, а может в другом городе где-то это будет происходить, где и люди все равно будет оживление информационных повесток. И поэтому, скажем, тот интерес, у которого есть в головах людей, а что там с шаманом, условно говоря, так сказать, как там Габушев, вот они должны получать какую-то информацию на свои вопросы. И само по себе может быть то, что и ты, и кто-то другой будет хоть что-то рассказывать, ну, наверное, это и будет ответ на запросы, а что, Вот, как говорится, вот. вот по линии шамана происходит. Вот Какие я планы, что он думает, что говорит, это все нужно. Вот, да, я поэтому и начал эти мини-интервью такие. Ну, у нас уже большое получается, но тем не менее. Потому что люди не только хотят о шамане спрашивают, они и про весь отряд как бы интересуются. Вот, например, Игоря Коношанова вообще не видно. Вот я хочу с ним тоже связаться, не знаю, у него телеграм там остался такой же, нет. Если я не найду контакты, я, может быть, обращусь к вам, может быть, вы мне скинете потом там по WhatsApp. Тут проблема же с этой почтой. Сейчас же у нас же пандемия, Да, да. все обостряется, увеличивается. Ну вот. Ходить на почту в моем не потому, что физически, допустим, тяжело, а потому что это же каждый раз стоять там в очереди. Ну да, Хотя щас, маски в очереди, да, это ну, понятно. это всё. небольшие помещения, это маленькие почты, это и 10-20 человек в этом маленьком помещении, я уже как бы психологически, это для меня уже становится тяжело. Ну, немного осталось. Раз 5 сходить и все. Ну да, вот даже в таких маленьких примерах, да, куда ни плюнь, то есть для людей вот не могут это сделать так, чтобы поцивилизованнее все это было, как бы с почты даже. Да, То ну, есть, это цивилизованно, ну, технически-то как отправить бандероль, не придя на почту? Ну, Нет, я имею в виду, ну, что можно же, ну, увеличить работников, там, увеличить... Я про саму почту, то, что это же можно все... В наше время, в современное, уже можно сделать все нормально, то есть я считаю. Просто я как... тогда первый раз пришел и там пробыл 2,5 часа. Вот. Но я не знал время, когда там поменьше людей. Я, не сориентировался, хотя уж опытный вроде. Потом я начал находить такие окошки, когда люди на работе, и еще, это примерно с 3:30 до 4, до 3:30. И стал успевать, не знаю, минут за 35 я успеваю теперь отправить бандероль. Ну, Слава богу, как говорится. ладно. Ну, давайте, удачи вам, Ну, Никита. Удачи. спасибо и вам тоже, не болейте. Вот имейте в виду, что есть я, есть какой-то маленький фонд у меня, есть сайт, вот, Ясно, как бы, ясно. да, то есть, так что Хорошо, все, хорошо. ладно. Ну, до связи, Виктор Алексеевич. Всё, До связи. будьте здоровы, до свидания.